ал биз турган жер. Мурда чакан огород, бак, дарактар болчу, анан биз 25-летний Мурзабек вырос в этом доме. Он никогда не ходил в детский сад и теперь решил сделать из своего дома детский сад. Сперва он посоветовался с родителями и односельчанами. С их помощью они создали все условия для детского сада. биздин айылда союз убагынан бери садик болгон эмес. В нашем селе со времен Союза не было детского сада. Мы посоветовались с родителями и свой дом переделали в детский сад. Мама стучалась в каждую дверь в селе и спрашивала, могут ли они помочь открыть детский сад. Мои родители очень помогли мне. Ар бир эшикти каккылап ушундай биз садик ачабыз. Сейчас этот дом все знают как детский сад. Тут работает 15 человек. Среди них есть воспитатели, врач и учителя. Со стороны местной власти стала поступать помощь этому небольшому детскому саду. Сельское управа Джилалды помогает с оплатой коммунальных услуг, а зимой закупом угля. Бул комнатада биздин кичине группа жайгашкан. Балдар 3 жаштан 5 жашка чейинки. В большом доме у нас находятся две группы. Старшие группы находятся здесь. Тут спят, а здесь играют. Здесь младшие группы. В основном детскими садами заведуют женщины. Так как моя мама учитель, и мы решили сделать заведующей ее. А хозяйственную часть детского сада я взял на себя. Анан мен апам мугалим болгондуктан бүт ушул бакчаны апама өткөзүп бергенбиз. Бул күндөлүк режим. Ушул күндөлүк режим боюнча биз иш алып барабыз. Вот это распорядок дня сада. Мы работаем по нему. Прием детей начинается с 7:30 утра. Родители забирают детей с 5 до 6 вечера. В детском саду, как в городе, нет газа или центрального отопления. Но они пытаются создать все условия для детей. Когда-то в этом доме бегал маленький Мурзабек, а теперь дети односельчан. А это расписание средней группы. Там расписаны уроки на каждый день. Сегодняшний урок — художественная литература. Итак, мы начинаем урок. Здравствуйте, дети. Как настроение? Итак, давайте начинать урок. Большой риск был открыть частный детский сад в селе, потому что до этого в селе никогда не было детского сада. Переоборудовать дом в детский сад тоже задача нелегкая. Да и с подготовкой документов провозились около полгода. Открытие частного детского сада требует соблюдения всех стандартов, которые утверждены Министерством образования Кыргызской Республики. Одним из основных требований должно быть собственное здание. Если нет собственного здания, то требуется договор аренды сроком не менее 3 лет. Далее требуется устав детского сада. У каждого работника детского сада должны быть соответствующие специальности и дипломы. Также, если открывается частный детсад, то хозяин должен показать материальную базу. Далее он пишет заявление об открытии детского сада, оплачивается госпошлина, и главные учебные планы должны соответствовать государственным стандартам. Только потом все собранные документы направляются в лицензионную комиссию. Далее лицензионная комиссия принимает решение. На основании решения выдается лицензия. По прошлогодним данным в селе Красный Маяк проживает около 600 семей. Только дети 60 семей ходят в детский сад. Во время Союза здесь работал детский сад, но после развала закрыли. С тех пор тут никто не был заинтересован в открытии детсада. Местная власть села Джилалды уже 5-й год пытается достроить государственный детский сад. 2 года назад начали строительство детского сада на 75 мест. Но из-за отсутствия финансирования стройка стоит в таком недостроенном состоянии. Этот строящийся детский сад будет финансироваться со стороны государства. До этого Министерство финансов выделило 2 миллиона 400 тысяч сомов. Был вырыт котлован, и в прошлом году залили фундамент. Наверное, из-за отсутствия финансирования строительство было остановлено. Местные власти тяжело своими силами достроить здание. Нужно, чтобы это было финансировано со стороны государства. А это корова, относится к домашнему скоту. Еще есть лошадь, собаки и другие. А эти дикие животные.
Анипа Туркменова не смогла отдать своих внуков в детский сад, потому что в детском саду нет мест, и она воспитывает их сама дома. Детям, которые большей частью играют на улице, бабушка старается через день читать книжки. Мы сами дома обучаем своих детей писать и читать, потому что в детском саду не хватает мест. Хорошо было бы, если власти построили большой стандартный детсад. Сейчас в каждой улице детский сад посещает только 2-3 ребенка, а остальные сидят дома. Педагоги отмечают, что образование, которое получает ребенок в дошкольном возрасте, дает хорошие результаты. В этом возрасте у ребенка очень хорошее восприятие информации, и поэтому каждый малыш должен пройти этот этап. Разница между ребенком, который ходит в детский сад, и не ходит, очень большая. Потому что ребенок, который ходит в детский сад, обучается спрашивать разрешение, готовится к школе. Вот поэтому родители должны отдавать свое чадо в детский сад. Это очень хорошо влияет на их будущее развитие. В науке говорят, что ребенка надо отдавать в детский сад с 2 лет. Именно там он учится поведению в коллективе. Что должен уметь дети на начальном этапе? 2-, 3-, 4-летние – это младшие группы. Их обучают и знакомят с природой, развивают речь. В этом возрасте детей учат методам игры. 4-5-летние – средняя группа. Их знакомят и учат алфавиту, обучают счету. В этом возрасте им, как положено, проводят уроки. Время занятий максимально 15-20 минут. 5, 6, 7-летние старшие группы. Их обучают основам чтения и арифметики. Дополнительно их обучают бережному отношению к природе. Учат, как вести себя в обществе. Занятия по музыке и физической культуре проводятся во всех группах с самого начала поступления детей в детский сад. Расстояние между детским садом и домом Сейлкан Манаповой около 3 километров. Жители села Чангет вместе с соседом еле устроили по одному ребенку в детский сад. Даже большое расстояние не стало преградой, и они привозят своих детей и в зной, и в мороз. Мы приезжаем за 3 километра отсюда. Вместе с нами приезжает и дочка соседа. Если они утром отвозят их в детский сад, то мы вечером привозим их домой. Бывает иногда наоборот. Иногда опаздываем. Коңшу айылда садик тар болгондуктан места жоктугунан байланыштуу ушинтип үйдө алып отурам. Так как в детском саду из соседнего села мест нет, они сидят дома. Сейчас моей младшей 3 года, ей пора в садик. Теперь, когда моя старшая окончит детский сад, то я планирую на место старшей дочки отдать младшую. Но желающих очень много и очередь большая. В частный детский сад могут отдать только по одному ребенку из 60 семей. Такие правила были разработаны с участием всех родителей. Владелец детского сада считает, что это проблемы были на начальном этапе. Негизи ар бир ишти баштаганда кыйынчылыктар болот. Бизде да Поначалу было очень трудно, так как в этом доме мы и сами проживали. Здание детского сада немного тесноватое, а по идее оно должно было быть большим. Было много проблем, особенно когда начинаешь с нуля, но мы и через это прошли. анча-мынча кыйынчылыктарды айылдагы ата-энелер үй бүлөбүз менен чечип келатабыз. Молодой предприниматель планирует расширить свой детский сад в этом году. Когда расширится, они могут принять большее количество детей. Поделившись с нами хорошими новостями, предприниматель начал готовиться к завтрашнему дню.